Когда кто-то говорил, я же не знаю крымстарский язык, он говорил, хотя бы тоді переходь на украинскую мову. Иногда он вступал даже в такую жесткую полемику с крымскими татарами, которые не говорили с ним на крымстарском языке. Украинский националист, защитник прав крымских татар и очень принципиальный человек. Так о Рустеме Аблетіфові отзываются те, кто был с ним знаком. Він був людиною дуже інтелігентною, в той же час дуже такий нетерпимий до несправедливості. До 2014 года Аблетіфов жил и работал в Крыму. Он занимался журналистикой и общественной деятельностью. Проекты, которые связаны с развитием гражданского общества, с обсуждением ситуации в Крыму, изучением и правильным трактованием истории Крыма и крымско-татарского народа. После аннексии полуострова, опасаясь за свою безопасность, Аблетіфов переехал во Львов. Там он занимался научной деятельностью, но главной темой для него оставался Крым. Он уже во Львове пытался рассказывать о Крыме, пытался решать вопросы переселенцев. Аблетіфов принимал участие в АТО на востоке Украины в качестве добровольца. В 2017 году получил награду за оборону Авдеевки. Был ранен. Близко он воспринимал все то, что связано с оккупацией Крыма. Был нетерпелив к разным подходам, которые, с его точки зрения, оттягивали освобождения Крыма. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Аблетіфов снова пошел добровольцем в ВСУ. Он присоединился к 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила, воевал в Луганской и Херсонской областях. Потому что это человек, который действительно знал, интересовался, читал. И вот это вот знание, оно дало ему возможность ориентироваться и видеть то, что, по сути, судьбы крымско-татарского и украинского народа схожи. Оба народа пострадали от тоталитарных режимов 20-го столетия. Рустем Мамут Аглу Аблетіфов погиб на фронте 24 сентября 2022 года. За месяц до этого он защитил диссертацию во Львовском университете имени Ивана Франка. Он должен был получить диплом доктора философии. Он осознанно воевал, он смелый человек. Он погиб, защищая Украину, в надежде возвратиться в Крым. Он жил той жизнью, которая, как ему представлялось, быстрее доводит его до цели. В феврале 2023 года указом президента Украины Рустема Аблетіфова наградили орденом за мужество 3-й степени посмертно. У него остались жена и 2 детей.